Привет, 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 приятели мої! Как сте днес? Надявам се, че всичко е добре при вас. Дано всичко е чудесно и прекрасно. Какво става? Учите ли български все още? Помните ли нещо? Искате ли днес да почетем заедно? Днес аз имам един много приятен и доста лесен текст и искам да го прочетем с вас и отговорим на въпросите заедно. Готови ли сте? Започваме. Привет, привет, дорогие друзья! Как вы сегодня? Надеюсь, что все хорошо. Я очень рада видеть вас снова. Что нового? Продолжаете ли учить болгарский? Помните ли что-нибудь? Хотите? Продолжим? На предыдущем нашем уроке я начала так называемую новую рубрику «Читаем, понимаем», да? На болгарском это звучит как «четенес разбиране». И сегодня я вот нашла время в своем очень загруженном графике, потому что я активно преподаю болгарский язык. У меня есть, я веду индивидуальные уроки онлайн, так что кто хочет индивидуально, пожалуйста, постучитесь. Может быть, я даже найду свободное время для вас. Ну так вот, сегодня я нашла время и нашла один очень маленький приятный текстик. И я хотела бы прочитать его вместе с вами. Прочитать, перевести, задавать вопросы и отвечать на них. Если вам это понравится, будем пытаться находить вместе свободное время. Я, чтобы записать видео, вы, чтобы его почитать и повторить. Вот. И таким образом будем продолжать учить болгарский язык вместе. Ну что, давайте начнем. Итак, вот посмотрите, какой маленький, но приятный текст я для вас сегодня подготовила. Любимата игра на петио. Ударение я, как всегда, проставила своей собственной заботливой рукой сама, потому что в болгарских учебниках и книжках ударения как-то не проставляются. Поэтому эти ударения, так скажем, handmade, и не обращаем внимания на то, что они могут быть немножко кривенькими. Да? Главная забота, которую я проявила. Итак, начинаем. Любимата игра на петио. Любимая игра Петю. Петю – это имя мальчика, да? Хорошо. Петю живее заедно с майка си. Баща му има друго семейство. Често се виждат и тримата много се забавляват. Бащата на Петю му позволява да играе любимата си компютърна игра само по 1 час 3 пъти седмично, за да не развали зрението си. Петю изпълнява желанието на баща си, защото много го обича. Любимата игра на момчето е Юрски парк, известна още като Jurassic Парк. Мамо, искаш ли да ти разкажа каква точно е моята игра? Переходим на правую сторону текста. Продължаем. Разбира се, слушам те, мило дете. Ами, някои от епизодите са като в книгата на Майкъл Крайтън «Jurassic Парк». В играта главният герой, доктор Алън Грант, на всяко ниво трябва да събере определен брой яйца на динозаври и да преодолее редица допълнителни препятствия. Когато събере определен брой яйца, получава достъп до следващото ниво, което преди това е било недостъпно. Играта е трудна, защото някои от яйцата са скрити зад дървета и камъни и играчът не ги вижда. Разпалено разказва Петю. След това ще поиграем заедно. Отвръща майка му. Как вы видите, текст достаточно простой, поэтому я думаю, что у вас не возникнет никаких трудностей с переводом. Итак, Петю живее заедно с майкой си. Петя живет вместе со своей мамой.
Баща му има друго семейство. Его отец имеет другую семью. Често се виждат и тримата много се забавляват. Они часто видятся, помним возвратный глагол, частичка «се» нам показывает «видятся», и трое очень развлекаются. Бащата на Петю му позволява да играе любимата си компютърна игра само по 1 час, 3 пъти седмично, за да не развали зрението си. Отец Петю ему позволяет играть любимую компьютерную игру только по 1 часу 3 раза, 3 пъти в неделю, чтобы он не испортил свое зрение. Си, частички си, принадлежность означает свое. Я думаю, мы это все помним. Петю изпълнява желанието на баща си, защото много го обича. Петя выполняет желание своего отца, потому что очень его любит. Любимата игра на момчето е Юрски парк, известна още като Jurassic Park. Любимая игра мальчика – это Юрский парк, известная также как Jurassic Park. Мамо, искаш ли да ти разкажа каква точно е моята игра? Мама, хочешь, чтобы я тебе рассказал, какая моя игра, о своей игре? Переходим на правую страницу, правую часть. Разбира се, слушам те, мило дете. Конечно, слушаю тебя, милое дитя. Ами, някои от епизодите са като в книгата на Майкъл Крайтън «Jurassic Park». Вот это вот «ами» – это как «ну». Оно ничего не несет никакой смысловой нагрузки. Это как в русском «ну», как в английском это «well». Когда мы думаем, что сказать, мы в это время что-то произносим, какой-то звук. Да, и вот это вот самое «ами». Некоторые из эпизодов или серий, как в книге Майкла Крайтона «Jurassic Park». В играта главният герой, доктор Алан Грант, на всяко ниво трябва да събере определен брой яйца на динозаври и да преодолее редица допълнителни препятствия. Итак, в игре главный герой, доктор Алан Грант, на каждом уровне, ниво, это уровень, должен собрать определенное количество яиц динозавров и преодолеть ряд дополнительных препятствий. Когато събере определен брой яйца, получава достъп до следващото ниво, което преди това е било недостъпно. Когда соберет определенное количество яиц, получает доступ до следующего уровня, который до этого был недоступен. Играта е трудна, защото някои от яйцата са скрити зад дървета и камъни и играчът не ги вижда. Разпалено разказва Петю. Игра очень трудная, потому что некоторые яйца спрятаны за деревьями и камнями, и игрок их не видит. Страстно рассказывает Петю. Ну, разпалено, можно его перевести как страстно. След това ще поиграем заедно. Отвръща майка му. После поиграем вместе, отвечает ему его мама. Итак, с переводом мы разобрались, прочитать мы прочитали, на ударение мы обращали внимание, молодцы. Переходим к вопросам. Переходим к упражнениям. Упражнение първо. Четем заданието. Какви предмети събира доктор Алан Грант в компютърната игра? А. Дървени предмети. Б.
яйца на динозаври, В. Вкаменели дървета, Г. Камъни. Превод. Понятен. Какие предметы собирает доктор Алан Грант в компьютерной игре? А. Деревянные предметы. Б. Яйца динозавров. В. Вкаменелые деревья. Или Г. Камни. И ответ, конечно же, правилен отговор е естествено Б. Яйца на динозаври. Добре. Следващо упражнение. Второ. Четем заданието. Кои са двете условия, за да се премине в следващо по-високо ниво в играта на Петьо? А. Да се съберат определен брой дървета и да се пренесат. Б. Да се съберат определен брой различни яйца и да се счупят. В. Да се съберат определен брой яйца на птици и да се поставят в кошница. Г. Да се съберат определен брой яйца на динозаври и да се преодолеят други препятствия. И така, преводът е: какие два условия необходимы, чтобы перейти на следующий, более высокий уровень в игре Петю? А. Собрать определенное количество деревьев и их перенести. Б. Собрать определенное количество разных яиц и их разбить. В. Собрать определенное количество яиц птиц и положить их в кошнице. Кошница это у нас что? Корзина. И Г. Собрать определенный брой яиц динозавров и преодолеть другие препятствия. И правилен отговор е естествено какъв? Правилен отговор е Г. Собрать определенный брой яиц и преодолеть другие препятствия. Браво! Переходим к следующей странице. Упражнение номер 5. Четем заданието. Посочи две причини, поради които Петьо не играе на компютъра всеки день. Назови. Посочи это вообще-то покажи, да? Соча это я когда показываю. Значит, покажи. Ну, можем сказать, наверное, скажи, уточни, объясни. Посочи две причины. Укажи две причины, по которым Петю не играет на компьютере каждый день. Давайте посмотрим. Можем вернуться на первую страничку и найти в тексте ответ или дать ответ своими словами. Если мы будем искать его в тексте, вернувшись на первую страницу, мы можем сказать, что Петю не играе на компютъра всеки ден, защото бащата на Петю или баща му не позволява да играе любимата му компютърна игра повече от 3 пъти седмично. Что мы сказали? Петю не играет на компьютере каждый день, потому что его отец не позволяет ему играть в компьютерную игру более 3 раз в неделю. Повече от, больше чем, повече от 3 пъти седмично. Да? Это один вариант, или мы можем его выбрать из текста и сказать, что Петю не играе на компютъра всеки ден, защото баща му позволява да играе любимата си компютърна игра само по 1 час 3 пъти седмично, если выбрать из текста. Хорошо, это была одна причина. И другая причина какая? Ну, наверное, потому что Петю выполняет желание своего отца, да? Другата причина е, че Петю изпълнява желанието на баща си. А защо го прави той? Защото много го обича. Нали?
Не правда ли? Към следващия въпрос, номер 6, четем заданието. Една от трудностите на играта е, че яйцата са скрити. Къде са те? А. В пещера. Б. Под камъни. В. Зад дървета и камъни. Г. В гнездо на дървото. Одна из трудностей игры заключается в том, что яйца спрятаны. Где они? А. В пещере. Б. Под камнями. В. За деревьями и камнями. И Г. В гнезде на дереве. И правилният отговор е, разбира се, в. Зад дървета и камъни. Браво! Към следващия въпрос. И следващият въпрос е номер 7. Как се отнася майката към Петю? Как относится мама к Петю? Давайте подумаем, как она относится к Петю. Наверное, она к нему относится с любовью, да? Наверное, она к нему относится с вниманием, потому что она внимательно его выслушивает, да? Может быть, она относится к нему даже с терпением, потому что терпеливо выслушала его объяснения по поводу этой игры. И поэтому мы можем ответить как? Давайте подумаем. Майката на Петю се отнася към него с любов, търпение и внимание. Или можем просто сказать, что майката на Петю го обича. Ну а теперь давайте попытаемся позадавать вопросы. Мы, надеюсь, помним, как задаются вопросы. Первое. Если мы задаем вопрос, на который мы ожидаем ответ только «да» или «нет», мы помним, что мы используем вопросительную частичку «ли», которая вообще в большинстве случаев ставится после глагола «аз искам сладолед». Искаш ли сладолед? Да? Но она, в принципе, может ставиться после того слова, к которому мы хотим привлечь внимание и к которому фактически мы задаем вопрос. То есть, если я задаю вопрос «Ты искаш ли сладолед?», это значит просто классически «Хочешь ли ты мороженое?». Но если я хочу, например, спросить «Ты ли хочешь мороженое?», то тогда я поставлю частичку «ли» после местоимения «ти». И тогда получается «Ти ли искаш сладолед?». А если я хочу, например, спросить «Ты мороженого хочешь?», то тогда я слово «мороженое» выдвину на первый план и после него поставлю вопросительную частичку «ли». И тогда вопрос будет звучать «Ти сладолед ли искаш?». Да? Вот, это вопрос, на который мы можем только ответить «да» или «нет», используя частичку «ли». Это мы помним. Если же мы хотим получить больше информации, то мы используем вопросительные слова, да, кто, где, куда, откуда, сколько, как часто, как долго и так далее, да. И эти вопросительные слова, я очень надеюсь, мы тоже помним. Кой, какво, къде, кога, за что, колко дълго и така нататък и так далее. И тогда, в принципе, как и в русском языке, порядок слов следующий. Сначала идет вопросительное слово и потом глагол. Вот давайте посмотрим, попытаемся позадавать вопросы. Например, сначала я дам несколько примеров от себя, а потом, когда мы с вами расстанемся, вы можете сесть и пытаться задавать вопросы к этому тексту самостоятельно, а потом его даже еще и рассказать. Например, что мне пришло в голову? Один вопрос. Как зовут мальчика? Как зовут мальчика? Мы используем глагол казвам се. Он возвратный. Частичка се, мы помним, становится перед глаголом, если перед ней есть еще какие-то другие слова. И тогда этот вопрос, как зовут мальчика, будет звучать как? Как се казва момчето? Как се казва
момчето. И отговорът е момчето се казва Петю или, если мы не будем использовать слово момчето, а хотим использовать просто сразу глагол казвам се, то тогда частичка се у нас становится после глагола, она не может быть первым словом в предложении, и тогда мы можем еще ответить казва се Петю. Хорошо. Как се казва момчето? Момчето се казва Петю, казва се Петю. Хорошо. Второй вопрос. Можем, например, спросить, с кем живет Петю? И тогда этот вопрос будет звучать как с кого живе Петю? С кого живе Петю? Петю живе с майкой си. Добре. Следующий вопрос, который придумываю я, вы потом свои будете придумывать. В какую игру играет Петя? Например, какая игра? И звучать этот вопрос будет, например, каква игра играет Петю? Каква игра играет Петю? Дальше еще один вопрос, который я вам предлагаю. Например, можем спросить, как часто Петя играет в свою любимую игру? Как часто Петя играет в свою любимую игру? Подумаем. Как часто? Колко често. Колко често играе Петя любимата си игра? Колко често играе Петя любимата си игра? Добре? Следующий вопрос. Например, можем спросить еще, что делает главный герой в игре? Что делает главный герой в игре? Какво прави главният герой в играта? Какво прави главният герой в играта? А почему он главният герой? Это, пожалуйста, для тех, кто не помнит. Возвращаемся на уроки, которые я записывала с любовью и заботой, и смотрим тему относительно пълен член, так называемый, да? Определенная форма. Добре. Еще один вопрос. Ну, давайте, например, спросим теперь с частичкой ли. Игра – это конкретная, да? То есть пусть она определенная, будет иметь определенное окончание. Это игра трудная? Как будет звучать с частичкой ли? Игра-то трудна ли? Игра-то трудна ли? Хорошо. Ну, давайте еще один вопрос от меня, а дальше уже сами. Например, давайте спросим, о чем рассказывает Петю своей маме? О чем рассказывает Петю своей маме? И звучать этот вопрос будет следующим образом. За какво рассказывал Петю на майка си? За какво рассказывал Петю на майка си? За какво значит о чем? Почему? Потому что предлог «за», который звучит совсем одинаково с русским предлогом, но значение у него другое. Мы помним, что «за» одно из значений этого предлога – это «о чем». Книга за животных, книга за дельфиний, книга о животных, книга о дельфинах. Да? И поэтому «за какво» – это о чем? За какво рассказывал Петю
на майка си. О чем рассказывает Петю своей маме. Ну вот и все. Значит, это были мои предложенные мною придуманные вопросы. Вы теперь смотрите на этот текст и старайтесь с использованием вопросительных слов задавать свои собственные вопросы. Чем больше, тем лучше. Практика, практика и еще раз практика. Ну что я могу сказать? Мы с вами сегодня большие молодцы. Мы проделали одну большую, серьезную работу. И я очень надеюсь, что наш сегодняшний урок был плодотворным. И если у вас были какие-то вопросы или какое-то непонимание, то с каждым нашим уроком их становится все меньше и меньше, этих вопросов и этого непонимания. И в голове у вас постепенно все раскладывается по полочкам. Если нет, продолжаем учить, не отказываемся. Потому что что? Потому что если долго мучиться, то что-нибудь, да, получится. И надеюсь, это что-то будет хорошее, прекрасне, чудесне. И така, надявам се, че днешният ми урок беше полезен и интересен за вас и дано да продължим все така настойчиво и упорито. Добре, това е всичко от мен за днес. Пожелавам ви, като винаги, хубав ден, хубава седмица и много нови успехи. Чао, чао, довиждане!